хан Кубрат. Кубрат, который жил на территории Великой Булгарии. Где-то примерно за 300 лет до крещения Руси он был крещен. Факт его крещения подтверждается данными из его захоронения, которое было найдено в Полтавской области, и письменными византийскими источниками. Он был в отроческом возрасте крещен в граде Константинополя. И также, по-видимому, его сыновья тоже были крещенными. И отсюда следует один очень важный вывод, который мы должны сделать, что за этих князей, которые были православными христианами, мы, конечно, можем молиться, как за крещенных людей молиться. Ну и поскольку имена крещения неизвестны, а может быть их и крестили их реальными именами, мы можем поминать их под их действительными именами, какими они вошли в историю. Тем более, что в Болгарии имя Кубрат является общепринятым, и детей крестят, и нет в этом... Да, в современной Болгарии имя Кубрат, поскольку хан Кубрат является праотцом, как князь Владимир для русских, также князь Кубрат является праотцом для болгар и для чувашского татарского народа. И, конечно, не следует забывать, что он был крещен, было по соглашению, предложено сегодня послужить литию, а упокоение открыто провозгласить имена этих предков. Впервые сейчас будет служиться панихида по православным ханам. Вот. Я хотела сказать, что вас тоже, видели, что сюда приходят и крещенные татары, новокрещенные, и вот этнические коряшины крещенные. Вот, пожалуйста, что-то можете сказать? Спасибо за вопрос. Сегодня у меня очень радостный день. Я впервые за долгое время имел счастье присутствовать на служениях, в котором проповедь шла на церковно-крашинском и старославянском языках. Для меня и натурального, и природного крашина это огромная радость. Я сожалел лишь о том, что такую же возможность не имеют мои родные и представители других крашин, поскольку я сам из северо-западной Башкирии, и там одна церковь приходится примерно на 4 района. Бакалинская крашина, так называемая. И служба, к сожалению, проходит только на русском языке. И тут вот такая сегодня приятная радость. Я очень благодарен вам за приглашение меня. Это прекрасная практика, да, мы хотели сказать, что вот. Это огромное вам спасибо. И я буду и дальше стараться приходить. Господь Бог, учени души их, эти же праведнее упокояются. И милости Божия, Царство Небесного, оставление греховых, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Боже, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, преподобной Богоносно, хотят наших всех святых своих, души от нас представшихся раб своих, убиенных Иерея, Даниила, Симеона, Саина, Василия, Саида, Кубрат, во дворе нас, Пороха, Кубера, Альцека, Сартака, Фатимы, и всех землян, поминаем всех усопших православных христиан, с праведность причтет и нас помилуй, такой благой человеколюбец, во блаженном успении, вечный покой, подашь Господи усопшим рабом твоим, и сотвори вечную память. Давид Тамир Садур, вот до этого был Анатолий Даде, он этнически крещен татарин, а вот, так сказать, новокрещен, уже крещенный в сознательном возрасте, тоже вот посещает молебны на татарском языке, не церковно-славянском. Вот. Тоже хотели рассказать о том, что вы приходите, вам интересно уже каждый раз. Спасибо большое. Я был еще при отце Данииле, он меня тоже приглашал участвовать в молебнах и читать на татарском. Но действительно очень важно, чтобы люди могли молиться на православной молитве на своем родном языке.
что это ну, как-то воодушевляет, оживляет, делает более свободным. Ну, вот, большое спасибо вам за приглашение и за эту молитву. Спасибо.